Вдали от дома, но в окружении близких 4 колоритных и незабываемых дня в Казахстане провела представительная делегация Ингушетии. Статусных гостей радушно встретили почетный председатель этнообщества в войнах Салман Героев, заместитель руководителя управления внутренней политики города Астана Лязят Кусаинова и представители Чечено-Ингушского этнообъединения. Визит состоялся по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Приглашение получено от Совета героев Казахстана и Совета старейшин при Ассамблее народов Казахстана. Члены делегации возложили цветы у масштабного комплекса. Сегодня возглавляем новую делегацию с Республики Ингушетия совместно с нашими земляками, которые проживают в Астане, посетила монумент благодарности казахскому народу. Ингушский народ во веки веков всегда будет благодарен казахскому народу. 80 лет назад, когда самые тяжелые годы депортации ингушского народа, казахский народ оказал неимоверную помощь, благодаря которому наши братские отношения сохраняются и по сей день. Огромное количество наших земляков проживает в Казахстане, во многих городах, живут, вносят вклад в развитие Республики Казахстан. И также не забывая свою родину Республики Ингушетия. Еще раз хочу выразить огромные слова благодарности всему казахскому народу за ту помощь, которую они нам оказывали и оказывают по сей день. В первый день визита делегация республики посетила общественную организацию Чечено-Ингушский этнокультурный центр в войнах, воскресную школу, Чечено-Ингушский народный ансамбль, а также члены делегации встретились с активом общественной организации. У нас очень много национальностей, у нас своя маленькая ассамблея, но все, кто сюда ходит, это все те, кому близка войнавская наша именно культура, которые ценят ее и им она нравится. В общем, у нас сейчас на данный момент насчитывается 170 детей. Действительно, 170 участников вне республики – это огромный показатель, тем более вы занимаете высокие почетные места на всех соревнованиях. Уверен, что то братство, которое нам казахская земля оказала многие десятилетия назад и которое продолжается по сей день, не только с нашим народом, но и с другими народностями. Хореограф это представил тоже грузина. Уверен, что это будет плодотворно для всей казахской земли, также для нас, для нашей маленькой республики Ингушетия. Цель посещения в рамках мероприятий в честь столетия образования ингушской государственности. Поэтому во второй день, сразу после экскурсии в Государственном военно-историческом музее вооруженных сил, артисты подготовили для земляков праздничный концерт. Также там прошло вручение государственных наград Республики Ингушетия. На этом же мероприятии был зачитан и приветственный адрес от главы республики Махмуда Али Калиматова. Хотел бы выразить огромные слова благодарности всему нашему землячеству, в первую очередь Азербайджану Эдуардовичу, вам, Салману Сайдаровичу. Вы сделали наше мероприятие, которое прошло в Ингушетии. У нас с вашей помощью наши земляки, которые находятся здесь, это мой первый визит официально за пределы нашей страны. Впервые я прилетел в Казахстан. И честно, мы с делегацией сегодня обсуждали, что мы провели всего лишь вторые сутки. Такое ощущение, что мы у себя дома в течение месяца находимся здесь. Представители делегации поехали вместе с местными на кладбище в поселке Мичурино, где покоятся наши земляки, погибшие в депортации. На третий день члены делегации посетили республиканскую главную мечеть в Астане, мечеть имени шейха Кунтахаджи Кишиева, спортивный клуб «Дом дружбы» в городе Астане. Добро пожаловать. Спасибо. Да. Дом дружбы все наслышаны, знаете, благодаря нашему Аксахалу, нашему председателю, наверное, вы в курсе о нашей деятельности, о нашей работе. На сегодняшний день в Казахстане порядка 20 тысяч ингушей, уже который год проживая за пределами родины, они смогли сохранить свой язык, культуру и традиции. Такое же воспитание стараются давать и подрастающему поколению. Кава Гагиева, Магаз, 24.